Дуров жалуется Карлсону на Кремль и США, Медведев радуется протестам в Грузии, а итальянские повара готовят уникальный ужин для министров Большой Семерки. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Оккупанты ударили «Искандерами» по центральным районам Чернігова. Известно о большом количестве погибших мирных. Ворог завдав 3 ракетних ударів по майже центру міста. Є загиблі, цивільні, є багато поранених. Президент Казахстана защищает русский язык и пугает жителей агрессией Путина. Нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах. И что они сейчас имеют в результате этого всего, мы видим, это глупость. Сокрушительный удар по военному аэродрому Джанкой. Под ударом могли оказаться десятки вертолетов оккупационной армии РФ. Крымские паблики пишут о больших потерях летного состава воздушных сил России. Всем привет, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Военный аэродром Джанкой во временно оккупированном Крыму принял мощный удар в ночь со вторника на среду. Из открытых источников известно, что там дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, 3 авиационные эскадрильи. Оккупанты сообщали, что атака могла быть совершена с помощью ракет «Атакамс» и «Storm Shadow». В украинском военном командовании этой информации на момент записи выпуска не подтверждали. Кроме того, не уточняли, что именно горело. Судя по заявлениям, идет сбор информации. Однако аэродром назвали законной целью ВСУ. Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщает о пасмурной погоде, которая, очевидно, помешает получить Украине четкие спутниковые снимки последствий этого прилета. Но опять же, по информации украинских партизан, россияне сейчас ликвидируют последствия, и среди оккупантов после ночного обстрела есть как раненые, так и убитые. Часть дорог в Крыму в среду утром была перекрыта. Отмечу, что это не первый прилет по данному аэродрому. Джанкой долгое время является для россиян логистическим хабом. Напомню, что сейчас россияне максимально пытаются прикрыть военные объекты в Крыму, размещая ПВО просто среди жилых кварталов. Мы фиксировали присутствие вооружения и техники в частном секторе, в жилом секторе населенных пунктов. И очень часто россияне, понимая, что ответный удар будет наноситься по их средствам поражения, прятали их именно во дворах мирных жителей. И в этом случае не исключение. И это еще раз подтверждает тот мой тезис, который я постоянно повторяю, почему так сложно и медленно происходит освобождение временно оккупированных территорий. Конечно, всем бы хотелось, чтобы это было более стремительно, но силам обороны сложнее работать именно по таким причинам. Мощности вооружения оккупантов находятся среди мирных людей. Поэтому даже поражение такого объекта, как военный аэродром в Джанкое, к примеру, нужно было выверить четко, чтобы там не было рядом гражданских. В Главном управлении разведки тем временем сообщили, что в Самаре у россиян тоже потери. Там благодаря силам ГУР МО Украины был уничтожен Ми-8 оккупантов, который перевозил вооружение и личный состав. Стоимость такого вертолета до 15 миллионов долларов. Тем временем оккупанты ударили не по военным объектам, а по гражданской и социальной инфраструктуре Чернигова. Известно о нескольких ударах «Искандерами» в среду утром практически по центру города. Больницы были переведены в усиленный режим работы. Известно о разрушениях в некоторых зданиях города. Под завалами оказались люди. Ворог завдав 3 ракетних ударів по майже центру міста. Є загиблі, цивільні, є багато поранених, і зараз працюють рятувальники, працюють наші медики, надають всю необхідну допомогу. Зараз створений вже штаб і буде надавати вся необхідна допомога. Вся детальна інформація згодом. Росія терорист. Терористи мають бути знищені.
На момент записи видео известно о как минимум 60 раненых и 13 погибших. Кроме того, оккупанты нанесли ракетные удары баллистикой по Одесской области. Владимир Зеленский заявил, что эти удары можно было предотвратить, если бы у Украины было достаточно ПВО. Киев будет требовать от западных партнеров ПВО, в частности отправки в Украину систем Патриот, а также говорить о том, как остановить сотрудничество РФ с КНДР. В частности, эти темы станут ключевыми во время переговоров на министерской встрече Группы Семи, которая в эти дни проходит в Италии. На встрече от Украины будет присутствовать глава МИД Дмитрий Кулеба. В США же заявили, что будет поднят вопрос и о поддержке Пекином Москвы. Мы давно дали понять КНР, что будем обеспокоены любыми действиями, которые они предпримут для поддержки войны России в Украине. И это не обязательно должна быть просто прямая военная поддержка. Мы были невероятно обеспокоены любыми шагами, которые предпринимают китайские компании для восстановления оборонно-промышленной базы России. Итак, за последние месяцы мы увидели, что из Китая в Россию поступают материалы, которые Москва использует для восстановления своей промышленной базы и производства вооружений, которые в итоге появляются на поле боя в Украине. И мы чрезвычайно обеспокоены этим. И еще хочу сказать, что госсекретарь действительно планирует совершить поездку в Китай в ближайшие недели. И, конечно, там он тоже поднимет этот вопрос. Итальянские повара тоже готовятся к встрече министров иностранных дел G7, которая проходит на острове Капри. Дипломатов ожидает особое меню. В частности, политиков будут кормить специальным тортом. Сейчас весна, поэтому на первое у нас артишоки. Затем, конечно, знаменитые равиоли капрезе, слегка обжаренная в панировке рыба, небольшой салат, а завершающим десертом может быть только дипломатический торт. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни очень внимательно относится к итальянской продукции. Сотрудники нашей компании могут только гордиться этим великим событием, в котором мы будем участвовать. Помимо трапезы, на повестке дня у министров будет вопрос прекращения огня на Ближнем Востоке, снижения напряженности между Израилем и Ираном и, конечно же, война РФ против Украины. Не истерить по поводу использования русского языка в стране призывает жителей Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев. Он внезапно заговорил об этом во время своей поездки в Костанайскую область, которая пострадала от мощнейшего паводка. По сути, в своем обращении он намекнул на то, что жителей Казахстана, которые будут отвергать русский язык, ждет участь Украины. Я напомню, что Москва уже не впервые оправдывает свои варварские действия якобы защитой русскоязычного населения. Судя по заявлениям Токаева, он предупреждает, что страна-агрессор может напасть и на Казахстан, если его граждане будут активно бороться за свою национальную идентичность и язык. Я напомню, что на федеральных каналах РФ, а также в сети неоднократно появлялись заявления российских депутатов с угрозами в адрес Казахстана. У нас по Конституции государственным языком является казахский язык. Русский язык используется согласно Конституции наравне с государственным языком, выполняет функции официального языка, поэтому здесь никакого противоречия нет. Как удобно, так и надо говорить. Нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах, и что они сейчас имеют в результате этого всего, мы видим, это глупость. В Грузии закон об иноагентах остается в центре внимания. Накануне в стране прошла очередная волна протестов. Были задержаны еще как минимум 11 человек. Силовики применяли слезоточивый газ и силу. Несмотря на протесты, власть не отказалась от намерений принять раскритикованный закон. И парламент одобрил его в первом чтении. Что я могу сказать определенно, так это то, что грузины и грузинская воля не могут быть побеждены. Никаких шансов. Грузины одержат победу над российскими интересами. Я напомню, что подобная ситуация на улицах Тбилиси наблюдалась в марте прошлого года, когда грузинские власти впервые заговорили о принятии этого закона об иноагентах. Активно за происходящим в грузинской столице наблюдают из Москвы. Например, Медведев решил заявить, что за протестами в Грузии стоит США.
Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского, например, установить уголовную ответственность для инагентов, как в Штатах, и постепенно довести число инагентов до 1000, как у них. Чего там наши жалкие сотни? Ведь есть достойные кандидаты, точно есть, ищите лучше. Создатель Telegram Павел Дуров вновь вышел из тени и уже второй раз за месяц дал интервью. На этот раз Такеру Карлсону, который совсем недавно беседовал с Путиным и после отходил от его заявлений, назвав некоторые самыми тупыми, которые он слышал в своей жизни. Дуров же не особо шокировал пропагандиста своими речами, рассказал, что не захотел вести свой бизнес в Германии, Британии и Сингапуре из-за бюрократии. В США он чувствовал себя небезопасно, поэтому уже много лет живет и работает в Объединенных Арабских Эмиратах, и там ему спокойно. Дуров также рассказал, что на его Telegram оказывают давление Apple и Google, которые постоянно все цензурируют. Кроме того, по словам Дурова, он интересен спецслужбам США, а Кремль, например, требовал выдать частную информацию о каких-то организаторах Евромайдана в Украине. Мы ответили, погодите, но это же другая страна. Мы не предадим наших украинских пользователей, потому что вы просите нас. Мы решили отказаться, и это тоже не очень понравилось российскому правительству. Нам уделяют слишком много внимания ФБР, службы безопасности, где бы в США мы ни находились. Когда бы я ни направлялся в США, в аэропорту меня встречают и задают мне вопросы агенты ФБР. Однажды я завтракал в 9 утра, и сотрудники ФБР показались у дома, который я снимал. Они знали, что я уехал из России. Они знали, чем мы занимаемся, но им нужны были подробности. Думаю, они хотели установить связи, чтобы каким-либо образом лучше контролировать Telegram. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.